Всем большой привет, друзья! Вот и наступила прекрасная пора. Вы уже чувствуете этот запах приближающихся каникул и экзаменов? Ладно, не будем о грустном. Отдыхать ведь тоже иногда надо. Поэтому устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Меня зовут Богдана Акопян, и в этом выпуске пара слов о студвесне. В Институте иностранных языков стартовала ежегодная конференция «Как провести время с пользой. Обзор музейного комплекса университета» и немного новостей для абитуриентов. И начнем мы с приятной новости. На этой неделе стартовал федеральный этап главного молодежного движения страны «Российская студенческая весна». Наши корреспонденты Олег Хохлов, Яна Белоусова и Мария Дымова прямо сейчас выполняют свои конкурсные задания и представляют нашу республику в Самаре. Давайте вместе поддержим ребят и пожелаем им удачи. Кстати, все новости фестиваля, а также онлайн-трансляции конкурсных испытаний и закрытия вы можете найти в группе Российской студенческой весны. Вот здесь. Позвольте вам напомнить, что прежде всего мы ходим в университет не развлекаться, а заниматься научной деятельностью. И как здорово, что некоторые студенты следуют этому правилу и активно участвуют в ежегодной конференции Института иностранных языков «Актуальные вопросы языкового образования». Кстати, началась она на этой неделе во вторник. На площадке Сыктывкарского университета конференция «Актуальные вопросы языкового образования» проводится с 2016 года. Однако еще до этого ежегодно конференция проходила на базе КГПИ и носила название «Апрельская». Потом ее стали проводить в мае и название изменили. Для этой земли на федеральном уровне, то для вот этих вот, в данном случае, двух победителей одномандатных округов выделяется 2 дополнительных мандата, мандаты, перевешивающие мандаты. В этом году работу организовали по 3 секциям: страноведение США, Великобритании, Германии, Испании, лингвистические аспекты преподавания иностранных языков и методические аспекты преподавания иностранных языков. Вообще, в целом конференция у нас проходит 3 дня. Сегодняшний день – это 1-2 курс, 25 мая секция будет по методике, это 3, 4, 5 курсы, и 24 мая лингвистика, тоже 3, 4, 5 курс. В этот вторник с научными работами выступили 14 студентов. Защитное слово участникам уделялось всего 10 минут, и еще 5 минут давалось, чтобы ответить на вопросы, заинтересовавшие зрителей и жюри. Впечатления у меня остались хорошие. Мне кажется, это отличная возможность проявить свои навыки публичных выступлений и поделиться какой-то интересной информацией по теме. В каждой секции работает компетентное жюри. Это преподавательский состав института. Именно они определили победителя 1-й секции Григория Пинхасова. Оставшиеся 6 секций пройдут на следующей неделе в корпусе на Старовского, 55. Богдана Акопян, Егор Денисов, Андрей Мишарин. Специально для Вовна. 18 мая отмечался Международный день музеев. А если кто не знал, то в нашем университете есть целый музейный комплекс. Он состоит из 8 подразделений. Так что внимательно смотрите наш обзор, и мой вам совет – скорее посетите каждый из музеев. И начинает наш обзор Музей истории просвещения Коми-края. Он возник как Музей истории Сыктывкарского государственного университета в 1982 году. В наши дни экспозиция музея отражает этапы становления и развития науки, культуры, образования Коми-края, истории университета. Коллекция включает архивные материалы по созданию и деятельности вуза, личные фонды преподавателей, ученых. В залах Музея истории просвещения Коми-края систематически организуются выставки, выступают творческие коллективы, проходят значимые мероприятия. Музей находится в главном корпусе СГУ имени Петерима Сорокина в кабинете 117. Зоологический музей СГУ. Его формирование началось еще с 1972 года. Первые экспонаты для будущего музея собрали во время учебных практик студентов. Изначально они использовались для демонстрации на лекциях и в качестве раздаточного материала для лабораторных занятий. С 1987 года музей открыли для массового посещения. В экспозиции представлены почти все крупные систематические группы животного царства. Научная коллекция насчитывает около 1750 видов, более 11 тысяч единиц хранения. Музей расположен в 3-м корпусе СГУ в кабинете 414.
Музей археологии и этнографии. Музей начал формироваться в 1972 году с момента создания Сыктывкарского государственного университета. Однако официально Музей археологии и этнографии учредили только в 1982. На сегодняшний день его коллекция насчитывает более 800 тысяч единиц хранения. Хронологический диапазон археологических материалов составляет от 10 тысяч лет тому назад до 14 века нашей эры. Традиционную культуру коми-народа отражают этнографические материалы. Они несут информацию об основных занятиях населения, а также о материальной и духовной культуре. Музей находится в 4-м корпусе СГУ в кабинете 216. Музей истории КГПИ имени Леонида Александровича Жданова. Первую экспозицию открыли к 60-летию КГПИ 20 февраля 1992 года. Коллекция музея включает более 450 личных фондов преподавателей, сотрудников и выпускников института. Это представители всех уголков и районов нашей республики. Такой материал раскрывает историю не только вуза, но и Коми-края. Экспозиция музея «Живая история вуза в лицах». Музей истории КГПИ находится в 8-м корпусе СГУ в кабинете 217. Информационно-образовательный центр «Русский музей. Виртуальный филиал». В структуре музейного комплекса университета состоит с 2015 года. Компьютерные технологии позволяют посетителям виртуального филиала познакомиться с собраниями Русского музея, увидеть дворцовые интерьеры, побывать на экскурсиях по музейным залам и даже почувствовать себя настоящим историком, искусствоведом или культурологом. Мультимедийный кинотеатр рассчитан на 250 мест. Расположен музей в главном корпусе СГУ в кабинете 229. Музей студенческих отрядов Республики Коми. Открытие музея в стенах СГУ имени Петерима Сорокина состоялось 17 февраля 2021 года, в День российских студенческих отрядов. В экспозиции музея находится более 700 экспонатов, среди которых фотографии бойцов, командиров и других членов студотрядов, а также деятелей республики. Помимо этого представлено 3 инсталляции: палатка, фото с Владимиром Путиным и штаб студенческих строительных отрядов. Небольшой раздел экспозиции посвящен комсомолу. Часть материалов рассказывает не только об истории зарождения отрядов, но и о современных реалиях. Музей расположен в 8-м корпусе СГУ в кабинете 218. Мемориальный кабинет Валентины Александровны Витязевой. Открыт в 2014 году в канун ее 95-летия в рамках работы 6-х географических чтений. В мемориальном кабинете Валентины Александровны сохранилась та же обстановка, что и при ее жизни. Каждый предмет расположен в соответствии с сохранившимися фотографиями. В пристенных шкафах находится научная литература, периодические издания. На полках сувениры и личные вещи. На рабочем столе настольная лампа, письменные принадлежности и фотографии. Музей расположен в 1-м корпусе СГУ в кабинете 231. Виртуальный музей учительства Республики Коми. Создан при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и передан университету в 2019 году. Музей посвящен учительскому труду в Коми-крае, начиная с середины 19 века по современность, и призван показать авторитет профессии педагога. На площадке музея посетители могут попутешествовать во времени. Им необходимо всего лишь надеть виртуальные очки и взять джойстик. В процессе гости музея побывают в классе церковно-приходской школы в Коми-крае, сядут за парту в гимназии города Усть-Сысольска и выйдут к доске в школе эпохи СССР. Музей находится в 8-м корпусе СГУ в кабинете 114. Валерия Голубева, Полина Холодова, Егор Денисов, Виктория Канева специально для Вулна. Абитуриенты, что по поступлению в СГУ? У нас для вас приятная новость, ведь приемная кампания стартует уже через месяц, 20 июня. Подать документы можно будет лично в приемной комиссии или дистанционно на сайте университета, по почте или на едином портале государственных услуг. В этом году предлагают около 1500 бюджетных мест. Как отмечают представители приемной кампании, уникальность университета – это 13 институтов, колледж экономики, права и информатики и подготовительное отделение. В СГУ имени Петерима Сорокина представлено 32 направления подготовки по бакалавриату, специалитету, магистратуре, аспирантуре и среднему профессиональному образованию. Более подробную информацию по поступлению вы можете найти в специальном разделе на сайте университета, в группе «Территория абитуриентов СГУ» во ВКонтакте или по номеру горячей линии. Между прочим, пока мы тут с вами учимся и работаем, школьники уже вовсю празднуют последние звонки. Ну что ж, поздравляем их и желаем им удачи. Она им точно понадобится. Особенно, когда начнется суматоха с поступлением. А на этом мы с вами прощаемся. Усердно готовьтесь к сессии и ничего не бойтесь. Мы верим в вас. До связи.